Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Бакыт Сайпаев. Кроме всех других профессий, которыми он владеет, он еще и историк. Не, ну не Спасибо всеми большое. же. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Вот по истории Кыргызстана есть тот большой труд, написанный при Советском Союзе, История двухтомник Киргизской «История ССР. Киргизской ССР». ССР, да. Не история кыргызов, а история Киргизской ССР. Вот. Почему после обретения независимости за 30 лет такого нового труда по истории кыргызов, а не СССР, нет до сих пор? Как вы считаете? Вопрос очень интересный и очень сложный. Ну, во-первых, вот передо мной мне подарила автор, профессор Джиргал Канаевна Мамбекова, как раз вот учебник «История кыргызов и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней». На кыргызском языке вышел в 2017 году, и вот в 2020 году был на русском языке выпущен. Занял первое место в конкурсе вот Кыргызпатента, и они спонсировали выпуск этого учебника, который будет вот использоваться. Она даже вот выпустила там 200-300 экземпляров, она говорит, даже не на продажу, а чтобы моим студентам давать читать и учиться. То есть действительно огромный... Но это учебник. Это учебник, да. Огромный дефицит на современной ситуации учебников, как вот вы правильно сказали, именно историю кыргызов и современного Кыргызстана, потому что кыргызы жили на территориях, во-первых, гораздо больше, чем нынешний Кыргызстан, а во-вторых, совсем в других местах. Вот. В последнее время идет бурный рост интереса к истории своей собственной и среди кыргызов, и среди казахов, и среди тех же, значит, русских или узбеков. И многие вещи коренным образом пересматриваются. Ну, допустим, вот взять нас, кыргызов. Благодаря нашим китайским коллегам, друзьям, да, историкам, у нас произошло удревнение нашей истории официальной. То есть они выкопали, всю жизнь они говорили, в 201 году, значит, отец китайской истории Сыма Цянь впервые упоминает о кыргызах, то есть это 2 век до нашей эры. Сейчас они раскопали где-то свои летописи, где кыргызы упоминаются уже в X веке нашей эры. То есть мы официально... Или до? До нашей эры. То есть мы официально теперь можем говорить, что мы древнейший народ Центральной Азии, и о нас упоминается уже, у нас есть 3000-летняя история. Вот. Но если посмотреть исследования вот сейчас генетиков, то наша история еще более удревняется. Оказывается, мы прямые потомки андроновцев, а это уже еще там 1020 в глубину уходит история андроновской культуры. Но тогда еще как бы вот и в современном виде этносов не было. Вот. Поэтому это беспрерывно развивается. Допустим, на моей памяти, когда я учился на истфаке, и вот мы учились и в том числе по учебнику истории, и в 60-е годы был специальный съезд историков Кыргызстана. А поскольку история всегда очень сильно связана с политикой, и есть официальная историография, которую диктуют политики, то, например, в то время официально было сказано, что кыргызы Енисея и кыргызы-тяньшане друг к другу никакого отношения не имеют. Хотя все там академики, Аристотель, там Бартольд, Бичурин, ну там все корифеи, кто занимался значит, историей народов Центральной Евразии и даже вот Центральной Азии, то есть еще больше, все в один голос утверждали, что несомненная связь есть. И был учебник, помню, Абрам Саулович Абрамзон написал насчет кыргызов, где он тоже говорил, что, ну, несомненно, не может быть такого, чтобы связи кыргызов и Нисая, как в то время, да, говорили, и значит, тяньшане по-китайски, или тенирто, или алато по-нашему, да, нету. Так вот, в то время была официальная линия партии правительства, что, значит, не имеют никакого отношения. Связано это было с тем, что, мол, ну не надо, мол, все время пытаться
претендовать на какие-то исконно русские территории. Что тоже странно, потому что Сибирь осваивала Россия, где жили масса народов Сибири, в том числе и масса тюркских народов, в том числе и енисейские кыргызы. И вот как бы обрубалась история. Потом, значит, начали говорить, что был лишь один этап перехода кыргызов, это вот в 15-16 веке, и вот только с этого момента мы можем говорить о кыргызском народе, об истории кыргызского народа. И, значит... На Тиньшане. Да, здесь, на Тиньшане. Это тоже была придумана интересная причина, что в 15 веке отделились, значит, Джаныбек и Кирей из Орды и организовали казахов. И вот казахам, мол, обидно, что об их истории начинают говорить только с 15 века, а вот кыргызы начинают ссылаться на 8-9 век, и там это период кыргызского великодержавия, вот, кыргызского каганата на Енисее. Тоже вот непонятно, причем тут обида или там еще что-то. Вот. Сейчас вообще парадоксальная ситуация. Вот, почитаю, что пишут казахские историки и наши кыргызские. Это просто фантастика. Значит, предводитель Хунну Мадыхан, да, вот, это был кыргыз или казах. То есть кыргызы говорят, это был кыргыз, казахи говорят, это был казах. Потом, значит, предводитель гуннов Аттила, который разграбил Рим и, возвращаясь, была Каталонская битва с древними готскими, ну, германскими племенами, и вот там они, гунны, осели, да, вот, ну, наводил ужас на народы, значит, Европы, да, Аттила. Бич Божий. Да, бич Божий говорили, да. Так вот, наши, значит, кыргыз говорит, это, конечно, кыргыз, его звали Адиль. Вот, а казахи точно так же говорят, это был наш казах. Потом, естественно, обязательно в истории, говорит, Чингисхан, он же был рыжий, голубоглазый, с бородой. Кыргыз говорит, это был кыргыз. Казахи говорят, нет, это был казах. Но это еще ладно, это как бы такие курьезы, ну, можно это. Хотя вот с точки зрения строгой истории, если посмотришь историю народов древних, населявших наш регион, то они же не ходили и не говорили, вот дальше не пойду, дальше Казахстан, или вот только здесь я живу, здесь Кыргызстан. У нас здесь раньше жили древние саки, сакские племена. Причем история пересмотрела. Раньше считалось, что скифо-сакский мир это только ираноязычные. Сейчас оказалось, что, по крайней мере, часть из них это тюркоязычные народы были. И они ходили, и единый скифско-сакский звериный стиль знаменитый, и он от Черного моря до Байкала, и им дела не было, что сейчас это территория Кыргызстана, Узбекистана или Казахстана. Вот. То есть это наши общие предки, начнем с этого. Когда мы говорим там Алтын Адам, вот казахи любят говорить, наш сакский воин в золотом облике, и у нас об этом. То есть у нас единые археологические артефакты, общие захоронения, все это единые народы, которые жили на нашей истории. И когда искусственно начинают говорить, нет, это только история нас, казахов, или только история нас, или только нас, это у меня всегда вызывает вот чувство, ну, в лучшем случае смеха, а в худшем и горечь, потому что серьезные ученые должны понять, что давно надо объединиться историкам того же Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и создать общую историю народов Центральной Евразии. Вот еще одно известное заблуждение, что енисейские кыргызы это только мы. Неправда. Значит, я общался с ребятами с Татарстана, с башкирами, с крымскими татарами, и они говорят, мы из рода енисейских кыргызов, Тюз, кыргыз, вот даже, допустим, были целые села, которые назывались кыргыз. Вообще очень распространенная фамилия кыргыз до сих пор в Европе, среди европейских народов. Кыргызы доходили и до Баварии, до Германии, где только кыргызы не бродили. Да? И даже Боб Дилан имеет Да, корни. да, какие-то корни. Вот. Ну так вот, сейчас, слава богу, уже, и вот, кстати, в этом учебнике упоминается, что все-таки было 3 этапа переселения кыргызов с Южной Сибири, с Минусинской впадины, с Красноярского края или с нынешней там Новосибирского сюда, в наши края. Причем очень были странные повороты. Вот, допустим, часть кыргызских племен еще в конце 9-10 века сюда пришли. Сначала восточное Притиньшане, а потом и на этой территории. Вторая волна, значит, кыргызских племен пришла на эти территории с монголо-татарами.
Часть из них как бы воевала, часть покорилась, и когда была огромная волна татаро-монгольского нашествия на Среднюю Азию и дальше, вот, вплоть до, значит, Батухан дошел до Адриатического залива, до современной Черногории территории. Если бы не смерть Чингисхана, они собирались вообще еще и до Рима дойти. Вот. То вот, значит, кыргызы и тогда бродили вместе с ними, да, в том числе и на нашу территорию. И третий окончательный этап переселения, это уже 15-16 век, когда начала формироваться уже в современном виде кыргызская народность, союз кыргызских племен. Но опять же, вот там масса интересных вещей выясняется. Вот, в частности, наши друзья Досмир вот с Муратом, да, они как раз описывают, что из-за изменения климата они ушли в Восточный Туркестан, современный Сизян-Уйгурский автономный округ, дошли аж до озера Лабнор, потом с юга обогнули пустыню Такламакан, успели заглянуть и в Тибет, и на Гиндукуши, и на Каракоруме бывали кыргызы, не говоря о том, что есть кыргызы и в современном Китае, да, в Суаре, и в Афганистане. А потом уже вернулись назад, причем очень интересно, через в основном Малайскую долину проникали. Вот. И потом полностью в современном... на территории современных Казахстана и Узбекистана, потому что в то время не было такого деления. Границ не было. Границ не было. Ну, допустим, часто удивляется, вот недавно меня очень просили, значит, рассказать только об истории Таласа. Я говорю, ну Талас никогда не был отдельным государством. Он в разное время входил в составы разных правительств, государств. Там Тюргеши, Караханидов, Каракидани, да. Но самое интересное, как расселялись эти племена. Там же у нас Сару, Кошчу, Мундус, там Кытай. Вот. Они все попали, часть, когда их угоняли, допустим, в Калмыкию, они попали в Восточный Туркестан. Потом вернулись, потом часть таласских кыргызов через Чаткал перешли, поэтому сейчас в районе Аксы-Кербена живут фактически Тювü-Талас. Они просто живут формально в Джалабадской области, как бы на севере, рядом вот, уже с Узбекистаном. Часть вообще поселилась потом в Андижане, в Коканде, в Фергане. И что, они сейчас пошли в состав современных узбекских народов. Не говоря, что таласцы очень сильно имели отношения с казахами, и поэтому часть жила и осталась жить в Казахстане. И вот с теми же казахами, возвращаясь, мы в основном-то дружили, и у нас всегда были даже родственные отношения, часто вот кудалар были. Но были периоды столкновений, была и барымта, были такие периоды, когда враждовали, ну и кыргызы внутри даже враждовали, мы прекрасно знаем там, допустим. Вот. И самое интересное, вот сейчас очень нехорошая тенденция, я вот с казахами, когда общаюсь, часть молодежи казахской начала говорить, что вот слер кыргыздар биздин Кенесары хандын басын кескенсиңер. И вот у них упорно внедряется такой миф, что хан Кенесары, если бы кыргызы ему голову не отрезали, он бы создал государство казахов, которое успешно бы противостояло царской России, джунгарскому ханству и цинскому Китаю. Но это мифы, это бред, потому что именно из-за того, что джунгары нас сильно истребляли, а этот процесс начался с 16-17 до 18 до конца века, да, у нас именно были объединения кыргызов и казахов, которые совместно противостояли, значит, ойрод джунгарам, или они же калмаки. Вот. Потом, когда поняли часть племен кыргызов и казахов, что их могут истребить, джунгары, они сами добровольно попросились в подданство царской России, и она им помогла своими войсками, там, теми же своими казаками там, и так далее. Потом, значит, очень сильно большой зуб имела цинская, значит, династия императоров Китая. Они истребили джунгар фактически. Пала самая последняя великая империя кочевников, джунгарское ханство, которое было очень сильное, и они больше миллионов джунгар вырезали. И потом они были вынуждены бежать
Часть осталась вот в современной Калмыкии в Илисте, часть пришли к нам. Причем меня иногда спрашивают, говорят, а как вот калмаки среди нас жили? Так извините, когда боевые столкновения, была такая вот нехорошая привычка у тюркских и монгольских народов, племен. Они же мужское население вырезали. А женщин брали себе в жены. И поэтому, если вот посмотришь, генетически получается по митохондриальной, значит, материнской ДНК, калмаки наши, живущие на Иссык-Куле, они имеют больше как бы гаплотипов, гаплогрупп, свойственных монголам. А по отцовской линии они все в основном R1A1, то есть отцы у них были кыргызы. Вот, то есть и таких у нас много случаев. Если вообще посмотреть по составу материнской ДНК, мы на 99% с южными казахами, с сырдарьинскими узбеками и вот наших единый народ по матерям. А вот папы разные. Потому что у нас кыргызы пришли с Южной Сибири и Нисая. Вот. Причем там захоронение, вот, я помню в свое время как раз вот, с Худяковым говорил. Он говорил, мы находим захоронение кыргызов, которые вот как раз где-то первое тысячелетие до нашей эры. На территории Новосибирской области, на территории Красноярского края, на территории Тувы, на территории Алтая, на территории Монголии. То есть раньше мы были очень сильно распространены, и это надо учитывать и действительно писать историю кыргызов, а заодно и казахов, и узбеков совместную. И для этого должны как-то вот быть консолидированы историки. А историки вот все как у Оруэлла. Все говорят, мы равны народы, но есть равнее. Вот мы, знаем, казахи мы сильнее, древнее, узбеки мы там потомки великого Тимура. Таджики потихонечку говорят, так они украли у нас Самарканд, Бухару. Тимур вообще был там Барлас, и какое он отношение имел к узбекам. Это потому, что история узбекского народа такова. Это когда-то тоже были кочевые тюркские народы, потом они внедрялись в Мавераннахр, вот с древними потомками Согдианы, Согдами, ну то есть с ираноязычными народами перемешивались в той или иной степени. И это сейчас видно по узбекам. Есть вот совершенно как у нас рыжие узбеки и даже сероглазые, голубоглазые, а бывает не отличишь от таджиков. Это все от степени смешивания. Сколько в колен было у них, значит, мам, таджичек или, значит, это. Я вот помню, когда мы в советское время обследовали рабочих в Кадамжае, в Хайдаркане, вот он заходит, допу, халат, платок, келетор, атангим. Он говорит, файзилло, пайзилло, насратилло, абдулло и так далее. Я говорю, аурумчи, кыргызман, говорит. Потому что все папы кыргызы, а мамы, бабушки, прабабушки все были таджичками. Ну и что из этого? Это что, плохо? Это, ну вот такие у нас есть кыргызы. Все это разные. хорошо, да. Почему историю за 30 лет не смогли написать новую, которая охватывала бы все эти периоды, все эти факты? Ну, потому что среди историков, как и среди других ученых, в советское время пошел разброд и шатание. Советский период или потом? Ой, то есть постсоветский период, в период независимого, значит, это. То есть, с одной стороны, дали свободу. Пожалуйста, что считаете, то пишите. Вот, допустим, сейчас никто уже не возражает, что кыргызы с Енисая, там, с Южной Сибири в 3 этапа сюда переселялись. Уже никакой линии партии КПСС, там, ничего нету, да? Пожалуйста, пишите, да? Но, с другой стороны, начали кучковаться. Вот как бы свои есть люди, не свои есть люди, есть сторонники, есть независимые, есть вообще мифотворчеством занимающиеся люди. То есть вот при этом они вполне уверены, что они занимаются историей. Вот возвращаясь к тому же Кенесары, я с историками казахстанскими говорю, ребят, ну он же сам пришел к кыргызам с войной. Если бы он до этого он приходил, его встречали как почетного гостя. Потом он пришел, кстати, он пришел к южным казахам и сказал, Мага Баши Еле, мы организуем войско, будем воевать с Россией, там, с Китаем. А они сказали, а с какой стати? Мы старший джуз, а ты орта джуз. Он говорит, ну я же чингизит. Они говорят, а нас это не волнует. Вот, пожалуйста, это вот один из примеров истории, почему, допустим, в Казахстане такие глубокие сейчас проблемы возникают. Ну и после этого он пришел к кыргызам и сказал, вы мне подчинитесь, и мы пойдем воевать. Вот.
Ну, естественно, кыргызы сказали, да пошел ты, и начали с ним воевать. Кончилось это тем, что его пленили, потом сами казахские султаны настропалили наших кыргызов Башингескиле, то есть они чужими руками хотели это сделать. Потом, когда они действительно, там у нас одно племя, я не помню, были кровники, ну, Кенесары убил их предводителя. Они ему отрезали голову, они тут же сказали, эмити Курджунга сал пергиле, и тут же отвезли куда-то там губернатору, по-моему, в Омск. И вот об его голове до сих пор вот там договариваются, что найдите нам эту голову и верните. Вот. И у казахов вот такая обида. Ну, извините, это же было боевое столкновение, и вот так, что ни одному Кенесары голову, при Аблайхане сколько кыргызам головы были отрублены, и ничего же. Вот, это, ну, как бы в то время такое было, так сказать, взаимоотношение. Вот. Насчет книг все-таки история. Были попытки, даже выделялись грантовые деньги, чтобы многотомную историю написать. В частном порядке тоже, в Академии наук тоже. Вы к ним никак не относитесь, не знаете, чем это закончилось, кто должен был писать, кто получил деньги и почему не написано? Абсолютно. Дело в том, что я в те времена, когда вся эта история возникала, я в это время работал в бизнесе, в России, в Казахстане. И я об этом узнал уже, когда приехал сюда. И, в общем-то, вот как так получилось, что получены были деньги и при этом не написаны, ну, это надо спрашивать с тех людей, которые получили эти деньги. Вот. А вот, например, вот этот учебник, который написала вот Джераладжи, ну, она всю жизнь на ИСТФАКе преподает, на кафедре истории Кыргызстана. До этого у нее были соавторы, которые, к сожалению, умерли. И она потом вот нашла в себе силы в 17-м году на кыргызском, в 20-м на русском выпустила именно для того, чтобы студенты исторического факультета получили более-менее свежие знания об истории кыргызов и Кыргызстана. Ну, учебник это все-таки одно. Учебник, там компиляция может быть из разных источников. Оно и должны быть научный труд все-таки немного другой. Конечно, ну только вот надо с них спрашивать. У нас же здесь есть институт истории, есть Академия наук. Вот с ними надо разговаривать. Куда подевались эти деньги и что на эти деньги было написано. Потому что, ну, допустим, с теми, кто на полном серьезе утверждает, что, значит, Маде или Атила или Чингисхан были кыргызами, допустим, но я не могу с ними спорить по той причине, что нету никакой серьезной доказательной базы. Ну, если они так считают, с таким же успехом можно назвать и любого другого. А вот доказательства что приводят? Ну, в истории есть целый комплекс, так сказать, методологический, что надо доказывать. Это должны быть письменные источники в первую очередь. Желательно, чтобы они были еще на нескольких языках. Вот, допустим, откуда мы узнали, что появился предводитель Каган Барсбек, которого, значит, вот древние тюрки, перейдя через Саяны, врасплох разбили енисейских киргизов и убили. Стеллу нашли, расшифровали. То есть это надгробная была стелла, где написано было: я вот, Барсбек, вот со мной вот такая приключилась неприятная история, я был убит во время похода древних вот тюрков. Вот. Потом, да? Да, потом памятник Гультыгину, тоже есть надписи, тоже нашли его могилу, и там тоже надпись. Я вот там... То есть вот такие должны быть доказательства. Желательно материальные источники археологического характера. Должны быть упоминания, желательно в летописях древних того же Китая. У нас в основном китайские источники, тех же арабов, тех же персов. Вот оттуда, ну, возможно, найдут еще памятники с древней рунической письменностью древних тюркских народов, которые будут доказательством существования того или иного народа или той или иной исторической личности. Вот, поэтому вот так обычно это доказывается. А когда начинают вот, ну вот в идеале, ну я могу пофантазировать, нашли бы могилу
там Атилы или Чингисхана, сделали бы ДНК-анализ и сказали, железный это, оказывается, кыргыз был. Вот тогда бы можно было тогда это вполне, так сказать. Ну А вот- что эти товарищи написали, и то, что там мы на древних носорогах там скакали, да, вот на Енисее, ну это их как бы это их право писать все, что они вздумаются. Сейчас время свободное, только Не, вот если это какое-то сочинение на да, за свободную свой счет, тему, это за одно. свой счет. А когда это пишется в учебниках, Не, ну это должны Наверное. контролировать, наверное, те люди, которые дали деньги им на издание этих учебников. Министерство образования. Ну, Министерство образования вообще очень странно себя ведет. Я не могу за него как бы это. Они же должны как-то иметь какой-то экспертно-конституционный совет, где должны. Потому что я могу написать так, что кыргызы вообще с Марса прилетели, к примеру. И что, Минобразование пропустит это как учебник? Это же должны быть действительно некие факты, которые из разных источников подтверждаются, и все пришли к общему мнению. Ну, нельзя же нашим детям, это, допустим, все такое. А что касается вот таких коллективных монографий, это должны быть коллективы ученых. И желательно не только кыргызских, вот и казахских, и узбекских, и таджикских. Вот, кстати, недавно была издана огромная, значит, монография «История империи тюрков». Потому что у тюрков было очень много империй, огромных причем. Там тюркский каганат, потом восточный, западный, опять же вот этот кыргызский каганат, огромный, кстати, он там по размерам, по-моему, шестое место занимал среди, вообще в истории, среди империй, то есть там огромные территории. Потом тоже государство караханидов, допустим, огромное тоже было. Ну там начать и кончить. Так там вот такой том, и там как бы... Автор там, я сейчас не вспомню, кстати, написал это один человек, но он очень хорошо получил как бы рецензирование с разных мест. Ну, кстати, наши кыргызы сказали, слишком мало написано насчет кыргызов и не дали положительной рецензии. Тем не менее, он выпустил. Вот мы говорили, у нас буквально вот на 1-2 минуты, да, у нас время подходит к концу. Когда вот это в китайских источниках нашли, вот совсем недавно это было, да, несколько лет назад, что история не 2 век до нашей эры, а еще на 1000 лет дальше. Кроме объявления, больше ничего пока что-то не видно. Ну, это опять же вопрос к тем историкам, которые контактируют с китайскими коллегами. По идее, это надо было перевести уже на... И издать уже. Да, и издать уже, конечно. Это для нас очень, так сказать, престижный фактор. Это спасибо китайским товарищам. Я не удивлюсь, если Китай найдет еще что-то, потому что китайская цивилизация, она, по крайней мере, 5000 лет. Она же ровесница древнеегипетской цивилизации, ассирийской, вот, месопотамской, скажем так. Вот. Но это все надо искать, это же этим надо заниматься. Но я вот что хочу сказать. Интерес к истории очень важен. Когда люди знают свою историю, это им помогает, как говорится, стать на ноги, не чувствовать себя человеком без рода, без племени. Но когда я читаю в интернете, что друг другу пишут кыргызы, казахи, узбеки, они там ругаются, говорят, ты такой, ты такой. На самом деле я древнее, но это ужас, это не наука, это лишь разжигание розни между народами. Не надо, вот, надо как бы понять, что у нас общие корни, общая история. Мы веками сосуществовали, мы должны жить в дружбе. И тогда, наверное, бы казахи нам не перекрывали каждый раз границу, экономическую нам блокаду не делали. И как-то более... Вообще в целом казахи, вот в те времена, когда я работал в Алмате, более как-то дружелюбно относились к нам. А вот сейчас молодежь подросла до 30 лет, вот явно кто-то наускивает из историков казахов. Вот эти гады кыргызы Кенесары голову отрезали, а вот эти гады там узбеки еще что-то нам сделали. И вообще только мы, казахи, самые древние и лучшие. Это не история, это уже такая связанная с политикой. То есть они целенаправленно вот это делают. А зря. Но это, к сожалению, справедливости ради, надо сказать, не только у казахов. Но и у русских это тоже в России происходит. Но правда, сейчас в русской истории идет огромное переосмысление. Они сейчас, например, уже говорят, что в основе нашего государства был все-таки союз славян и тюрков. И что фактически первой империей на территории вот
Российской империи была Золотая Орда Да, Чингисхана. это Вот. большая отдельная Да, тема. отдельная тема, но очень интересная. Поэтому история, она, как любая наука, развивается, и все время новые сведения появляются. Ну, а вот то, что вот эти факты, ну, и на мой взгляд, это просто безобразие. Надо... Носороги. Ну, это вообще, ну, хоть бы слоны сказали. Все-таки слоны были где-то в Индии же. Вот, а носороги — это вообще фантастика. Вот. У нас время Да. подошло к концу. Спасибо большое. Мы говорили об истории и о том, что полноценного такого канонического, скажем так, труда по истории Кыргызов до сих пор нет. Спасибо большое. У нас в гостях был Бахыт Сайпаев, который историк, экономист и еще имеет несколько... Вообще-то я медик. Спасибо большое. Да. До свидания.